Правительство России утвердило комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Он направлен на создание единой системы патриотического воспитания, которая учитывает региональные особенности, социальные потребности молодежи, национальные традиции и историческое наследие страны. Документ позволит усилить системную работу по патриотическому духовно-нравственному воспитанию и вовлечь больше молодых людей в общественно полезную деятельность. В разработке документа приняли участие Комитету Госдумы по молодежной политике, Минобороны, МВД, Росгвардия, Движение первых и 138 патриотических организаций. Республиканский детский технопарк «Кванториум» приглашает школьников региона в возрасте от 9 до 17 лет принять участие в фотоконкурсе «Поймай момент». Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, пройдет в дистанционном формате. Конкурс включает 3 номинации: моменты дружбы, фотографии искреннего общения и дружеских отношений, традиции и культура, кадры, отражающие многообразие культур и национальных обычаев, и горный пейзаж, природные красоты и величие гор Ингушетии. Регистрация открыта до 2 ноября. Прием работ проходит до 4 ноября. В Ингушетии пройдет бесплатный правовой марафон для пенсионеров. Аппарат уполномоченного по правам человека в республике совместно с Социальным фондом России проведет выездные консультации. Специалисты будут работать по специальному графику: в сельском поселении Нестеровское 28 октября, в Сунже 30 октября, в Карабулаке 6 ноября, в Назране 11 ноября, в Малгобеке 13 ноября и в Магасе 18 ноября. Все консультации состоятся в зданиях МФЦ с 14:30 до 17 часов. Пенсионерам окажут бесплатную помощь и дадут разъяснения по вопросам пенсий, социальных льгот и другим темам. Проект направлен на повышение правовой грамотности и защиту интересов граждан старшего поколения. Ингушский борец вольного стиля Магомед Тагир Ханиев стал серебряным призером молодежного чемпионата мира Ю-23, который проходит в сербском городе Нови Сад. Ханиев в финальной схватке в весовой категории до 92 кг уступил представителю Ирана Мухаммед Мобину Азими со счетом 3-5. Путь Ханиева к финалу был уверенным. Он начал с победы над Магомедом Шариповым. Затем в четвертьфинале одолел индийского борца Сачина Сачина. А в полуфинале с крупным счетом 12-1 победил Иона Демиана из Молдовы. Сегодня борцы вольного стиля разыграют медали в весовых категориях до 57, 70, 79 и 125 килограммов, где россияне претендуют на 4 бронзовые награды. Турнир завершится 27 октября. МВД предупредила о новых схемах мошенничества. Злоумышленники звонят и, ссылаясь на новые правила регистрации сим-карт, сообщают о якобы блокировке номера под предлогом сохранения номера. Они выманивают паспортные данные и коды из СМС. В ведомстве напоминают, операторы и госорганы никогда не запрашивают такие данные по телефону. Услышав подобное, нужно немедленно прервать разговор. Проверить количество сим-карт можно через портал Госуслуги. Ингушский полутяжеловес Али Измайлов вернется на ринг 6 ноября в Самаре на турнире IBA Pro 12. Соперником 32-летнего боксера, занимающего 6-ю строчку в рейтинге IBF, станет иранец Мейсам Гешлаги. Измайлов проведет второй бой в этом году после досрочной победы в феврале. Для него этот поединок — шанс укрепиться в верхней части рейтинга. Его соперник Гешлаги уверенно выступает в России и в августе нанес первое поражение в карьере Денису Савицкому, отправив того в нокаут. Поединок обещает быть зрелищным.